Добрый вечер. На АТР в пятницу вечером Мызмызлав, теперь мы так называемся, и мы ее ведущие. Эмиля Джипар и Осман Пашаев. А сегодня в гостях у нас Александра Кушель. Александра Владимировна Кушель. Добрый вечер. Добрый вечер. 9 тысяч гектаров отдали Януковичу? Я нет. Кто отдал? Верховный Совет Крыма. Но самое, давайте говорить, противное в другом, то, что произошло на сессии в среду. В первую очередь было грубейшее нарушение регламента подачи документов. Вот здесь дата подачи документов, видите, она совершенно четко видна, это 20-12. Согласно регламента подачи документов по земле должна проходить за 15 дней до рассмотрения и должна пройти все комитеты. А можно я вас сразу перебью? А можно ли уже к этому так вот серьезно относиться и расследовать? Вот такое ощущение, что уже можно все. Даже вот 9 тысяч, можно было 150 в Межгорье отдать. Да, что нивелируется весь регламент. Можно 336 гектаров было Клюевым отдать легко здесь для развития там актив Солара. Вот тут 9 тысяч гектар. Ну, вообще можно уже областями отдавать, по-моему. Или так, ну, я сегодня говорила о том, что, в общем-то, скорее всего, аннулируют автономию Крыма и присоединят к Донецкой области. И, в общем, сразу будет очень понятно, просто. Статус такой сразу будет совершенно другой. Донбасский Крым. Тоже так звучит. Или Крымский Донбасс. Или Крымский Донбасс, что-то такое. Да? Но я думаю, что на самом деле вот эта организация крымских партизан, с которой я непосредственно постоянно соприкасаюсь, это в основном очень интеллигентные, образованные люди, которые, вы говорите, а зачем? Знаете, есть две вещи. Ну, знаете это высказывание, что можно там бояться самых страшных войн, смертей, но самое страшное – это жить во страхе. Вот я не позволю себе этого. И я рада, что еще очень много людей, которые с этим не согласны. Я даже, когда выходила тогда с крымского парламента, масса людей ко мне подходила, и те, которые работают там с самого разного ранга, да, и говорили, мы же слышали трансляцию. Александра Владимировна, спасибо вам большое. Но как же это все страшно? Вот вы говорили это мерзко. Вы говорили о пирамиде 90% пассив, 1,5% умеющие говорить, 3% актив бизнесмена, да, и 0,5%, только 0,5% это те, которые умеют формировать цель. Вы сформировали свою политическую цель? Да, конечно, конечно. В чем она заключается? Приход к власти. Приход к власти. Через что? Через как? Через что? Это можно идти по-разному. Если вы я кандидат увижу... в президенты уже? Да. Вы кандидат в президенты? Да, это однозначно. 2015 год? Да, вы... да. Приход к власти. И я приняла это решение, потому что я профессиональней Януковича и Яценюка, этих двух основных кандидатов, которые идут. И даже те, которые появятся. Если появится кто-то профессиональный, молодой, толковый, да, я могу и не пойти. Но сейчас, вот когда два «я» эти стоят, я знаю, что это путь в никуда. А платформа «Громадянский опер»? Не только «Громадянский опер». Так у вас же денег нет. Вы сказали, у вас на партию денег нет, вопрос-то заключается. Вы же молодой. Вы же молодой, вы же не знаете. Раньше-то мы и не избирались с деньгами. Я была депутатом второго созыва Верховного Совета. Я избиралась по мажоритарке. Тогда весь парламент избирался по мажоритарке. У нас были листовки от ксерина и на ксероксе. У нас не было бигбордов. У нас был один эфир государственный теле и один эфир государственный радио. Я ходила по всем дворам, со всеми людьми встречалась. Было 27 человек на одно место, и я победила. Вопрос заключается, если нам удастся с вами сформировать такую потребность гражданского общества, отличающаяся от того, что есть сейчас. Вот если сегодня житель Крыма, Украины, взял 200 гривен за голос, ты кому пеняешь, что тебе плохо? Ты же сам это сделал. То есть ты позволил свой голос вот таким образом использовать. Если ты взял гречку, ты на кого пеняешь? Поверьте, когда вам дают 200, 300, 500 гривен, у вас все равно заберут больше. И до тех пор, пока вы не будете понимать, что формируя таким образом власть, вот сегодня Крым там избрал партию региона 80 человек из 100, а сегодня Крым практически ненавидит партию региона. Вот поэтому и сейчас проголосуют за нее еще раз в 2012 году. На самом-то деле никогда не говори никогда. А я верю крымчанам. Почему я сказала Януковичу спасибо за то, что он объединил Восток и Запад Украины? Вы видели, как во Львове встали чернобыльцы в защиту донецких. И за то, что впервые Крым начал говорить не за дружбу с Россией, русский язык, а за объединение против оккупации донецких. Они начали понимать и говорить о том, что, подождите,
вы нам все время говорите, что будет лучше жить. Они же каждый раз, вот даже сейчас, когда голосовали, мы думали, ну сейчас донецкие приведут, пришли, вот сейчас они нам проведут отопление, у нас будет вода, у нас будет, значит, крымский сезон, у нас будет все классно. Ничего у вас классно не будет, потому что вот это 9 тысяч гектаров, и мы же с вами знаем, что там 3 учредителя, да? Да, вот давайте поговорим о них. Такие прекрасные учителя. Да, мы сейчас Сергей подойдем. Тулуп. Так вот, я хочу сказать о чем. Это в зоне отдыха рекреационной. Сколько полет пули? До 3 километров. То есть сегодня в Алушту, и я, знаете, я буду везде это говорить, отдыхать ездить нельзя, потому что шальная пуля может убить любого отдыхающего. Да, это Такие случаи. Изобильнинский, вот Корбекуль, Партенит. и Да. Маломаевский, Да. Кучук-Ламбат. Да. Вот 3 поселковых совета. Тут это серьезнейшая ответственность. Мало того, это отдали общественной организации, зарегистрированной в Вышгороде Киевской области. И там 3 собственника, которые зарегистрировали эту организацию. Это господин Тулуп, это господин Демешкан, который возглавляет сегодня государственную службу по строительству дорог. Это как раз то, что мне крымчане рассказывают. Главный конфидент Бойко, да? По 60 откатам, 60% откатов идет при строительстве дорог. Это требует с крымчан, выделяя деньги. И третий – это Юрий Бойко. Вот кому сегодня депутаты Крымского парламента, кому вы доверили, выделили 9 тысяч гектаров А земли. сколько могло стоить такое решение? Нет, И ну, чего тут, это? наверное, тут И чего Вы это знаете, могло я стоить? хочу без сказать, этого. нужно отдать должное в определенной степени депутатам Крымского парламента. Альтруизму депутатов? Нет, они трижды сопротивлялись. То есть на 3-й раз только? Нет, на 4-й. То есть Четвертый. изнасилование Три- произошло не сразу. Они трижды не поддержали. После чего пришлось Константинову объявить Перерыв. собрать фракцию. Достаточно долго шла И фракция. изнасиловать кулуарно. И Извините меня, они такие- вышли. Я изнасилования даже было? я сказала просто: готовьтесь к клизмам. То есть все пошли, просто Клизмили вычистили и совершенно с глазами полными уверенности необходимости принятия этого решения было проголосовано. Никто не ослушался. Но хочу сказать, они отказались голосовать, даже не поставили мое требование поименного голосования. А вот меня интересует... Я вам могу сказать, что вот этот документ, если действовать букве закона Украины, он не имеет права на существование, нарушены все законодательные нормы. И я буду подавать и в прокуратуру, и в административный суд, Оскарживать. и буду собирать сейчас лучших юристов по поводу этого доказательства. Мало того, я эту И информацию... покажет это только, максимум TVI. Я прошу прощения, я разошлю эту информацию всем посольствам Украины. А к сыну обращаться будете? Он у вас юрист. Нет, конечно, нет. Я, знаете, у нас семейных подрядов здесь в политике не бывает. Не бывает. Мы же не Януковича семья. А давайте о подонках поговорим. Мародерах. Нет, подонках. Они мне по-разному я называю. Подонки – это у меня листовка, которую я подготовила. Политическим подонкам политическое кладбище. Вы о них? Ну вот вы расскажите о ком. о ком? А Я еще знаю, есть уроды. Вот Уроды знаете, на есть прошлой еще, программе да? у нас был Леонид Иванович Гач. Он нам рассказал про политических Про проституток евнухов? и про евнухов. А вы нам расскажите про подонков и про Ну, мародеров. я вот не могу проверить, евнухи или есть, но вопрос заключается в том, что мы подготовили наше гражданское сопротивление. Вы знаете, мы уже стартанули, есть сайт, создаем сейчас, мы дорабатываем его, потому что бесплатно это очень дорого. Все же нам бесплатно помогают, и поэтому мы спешим, чтобы он был более удобный в работе. Так вот, мы подготовили листовку после новогодних праздников всех, потому что сейчас понимаю, даже рука не поднимается людям портить этими рожами там, настроение, там, депрессию делать. Пусть лучше елки смотрят, родственникам ходят, подарки Шоколад. дарят. Вернемся к феврале в Да. Тифлисе, да? В конце января. Готова уже листовка, она полностью готова. Очень сложно было ее сделать, потому что нигде в собранном состоянии этих попытьков нигде не написано подонков. Они все там в разных там объявлениях главы Верховного Совета разбросаны. Это те люди, благодаря которым Янукович получил полноту власти. Если бы эти люди, которые избиратель избрал от одной партии, не перешли в большинство Януковича, Януковичу бы пришлось договариваться с парламентом. Он бы не сделал конституционный переворот. Не сидел бы этот парламент на год больше, не хватало голосов. Он бы не принял ни пенсионную, ни налоговую, ни закон о выборах. Он бы не посадил Тимошенко, Луценко, он бы не посадил предпринимателей с налогового Майдана. Потому что ему каждое голосование, бюджета или что, нужно было договариваться бы с оппозиционными фракциями. Благодаря этим подонкам, потому что по-другому их нельзя, если вы поверили, вы дали голос,
а он сделал по-другому, он А кто не главные имеет права. подонки? Вот таких вот самые яркие. Вы знаете, там очень много, начиная от Писарчук отбьют, Амельченко Александр Александрович, их там много, Васадзе, Губский, Осика, теперь этот Фельдман, хозяин всех рынков Харькова, их очень много там. А Тегибко кто? Для меня? Да. Для меня предатель. Предатель. Конечно, для То есть меня чем- да. чем-то А для отличается от избирателя, подонка, да, он? а для избирателя это каждый определит. Я не занималась его избирательной кампанией. Дело в том, что для меня он предатель, потому что его решение сегодня ничего не изменило. Попадик поставил нас с вами в ситуацию. Чем он подонок? Потому что из-за него у нас всех, да? А тут личностные отношения. Это лично мои, можно сказать, а кто тебя просил верить? Да? То есть на самом деле я просто потеряла какое-то время на недостойного человека, будем говорить так. Но от этого не пострадали вы. А вот если бы мы пришли в парламент, и он бы ушел, вот он бы был в том же списке. О То есть пока недостойных не людях. подонок. Он предатель. Он Для меня предатель. предатель. В интервью «Украинской правде» вы сказали, что больше ни одному роду служить не будете. Да. Это ваш вывод. Да. Кому служить хотите? Красавчик. Я уже сказала народу. Народу. Потому что я же сказала, куда я иду. Когда Теперь- идет человек, ставит себе задачу идти во власть, то он собирается служить. Ну, я, по крайней мере, вот для моя Теперь задача вам это должны служить. служить. Вы же кандидат в президенты. Я не кандидату пока никто нет. не служит. Я составляю сейчас 12 апостолов. То есть я еще раз посмотрела Библию, ничего не происходит, все то же самое повторяется, сколько веков не проходит. Вот если сейчас посмотреть по Библии, в Украине практически происходит все то, что там написано. И феодалы, и рабы, и та же площадь, которая может распять. Вот все то же самое. То есть вы примеряете на себя уже, извините, Нет, я не Иисуса Нет, я апостол, Вы я не апостол. Иисус. Да, я одна из апостолов. Кто? И это не важно. Вот то, что Мария Магдалина говорят, что стоят. Одни говорят мужчина, одни говорят Мария Магдалина стоит. На тайной вечере. Так вот, я хочу сказать, что я имею в виду в смысле апостолов. Это когда ты здесь на старте договариваешься о той программе, которую ты внедряешь. Не программы, которые вы никто не читаете, а совершенно четкие пункты. Да? Первое. Олигарх Украины не может быть президентом, членом правительства, депутатом. Точка. Это моя позиция. Не может. Потому что тогда это получается коррупционная власть. Государственный чиновник не может лечить и лечить своих детей за границей. Почему? Объясняю. Если вы бизнесмен, пожалуйста, вы заработали деньги, можете лечить. А если я государственный чиновник, я должна обеспечить конкурентность лечения и учения в своей стране. А если ваш муж бизнесмен? Секундочку. Я за это получаю деньги. Я обязана идти в общую очередь. Я вам приведу пример. Знаете, От вас никогда не пахло Можно социализмом. секундочку? А это не социализм, это реализм. Смотрите, вы слышали, сколько собирают денег на трансплантацию органов, печени, вот особенно детки сейчас страдают, все время где-то появляется. А наших трансплантологов в Киеве судят. А знаете, куда везут и сколько платят? В Белоруссию 350 тысяч евро стоит операция. Скажите, это государственный подход? Так вот, до тех пор, пока он будет понимать, что если он не создает здесь аппаратуру, условия, не будет никаких клиник 4-го управления. Потому что, поверьте, я 17 лет в политике. Если я хочу лечиться, я никогда не иду в 4-е управление. Я ищу врача, там, который принимает каждый день. Когда ты не делаешь конкурентное образование и лечение в собственной стране, то ты не можешь быть чиновником. То есть вы готовы лечить своих 3 внучек, предположим, в наших Они отечественных больницах? лечатся только здесь, не готово, а лечатся Они только учатся в здесь. обычной школе? Они учатся в школе, притом в государственной школе, не в частной. И это самый большой разврат, который сейчас есть, это частные школы, где детям и наркотики завозят с 7 класса, и, извините, и учеба такая идет. Например, пункты, которые для апостолов являются обязательными. Хотя бы Петр и Павел есть уже на этом этапе? Петр и Павел да, есть. есть. Да, Петр и Павел есть. Я, главное, думаю, как бы вот Фому неверующего точно вычислить, и чтобы понять, чтобы и, ну, как бы на Иуд опыте достаточно учатся. будет, Иуды будут. Да, и вот чтобы как-то так сделать вид, что я понимаю, да, кто это. Так вот, например, 2 вида налогов надо оставить, не больше. Первое. это Вообще 5%. во все налоги? Вообще все просто. 5% с продаж со всех и 10% заработной платы. Все.
Я могу сказать, вы были когда-нибудь в Арабских Эмиратах? Вот в Арабских Эмиратах только и Были. был. Так вот я вам рассказываю. Там вообще налогов нет, а я всегда думала только потому, что у них уже нефть. И поэтому не Нет. очень богатая страна. А знаете, Бизнес сколько на них. доходная часть в бюджете от нефти? По-моему, треть была. 12%. 12, даже меньше. 12. Да, А как вы шестая. считаете, украинский чернозем, когда во всем мире голод, может стать равнозначным по нефти? Однозначно. Может, но оно не брызжет же, как Нет, нефть. подождите. Он Не. Но я думаю, потенциально через может быть. десяток лет Нефть, это- нефть, самое интересное, по последним данным мировым, да, нефть уменьшается каждый год, количество. А чернозем, если правильно поддерживать, он будет кормить, и это будут еще вот так стоять, как там Стерлингов рассказывал, да, золотыми и серебряными монетами, чтобы только взять, Да. потому что бумажные деньги обесценятся. Я знаю, как в мгновение убрать коррупцию при госзакупках. Хотите, я расскажу? Вот в мгновение. 3 дня, и у меня ее не будет в стране. За 3 дня. За 3 дня. Рецепт. Нет, все, что я вам говорю, за 3 дня. Это уже чудеса, которые Иисус показывал. Нет, это не чудеса. Знаете, почему я имею право так говорить? Когда я придумала единый налог, с меня все смеялись. Мне говорили, что меня никто не поддержит, и этого вообще в стране никогда не будет. Извините, страна 11 лет на В нем. каком году это было? 98-й. Да, 98-й. Я его придумала. Против меня выступили все. Меня поддержал тогда Кучма. И подписал, где не было ничьей подписи, кроме моей Тегибко. На самом деле я знаю, я не придумываю, что вот оно что спустилось, и я сказала. Я знаю, о чем я говорю. Так как- вот как рассказываю. Как коррупцию убирается... в Дайте госзакупках? ручку. Пожалуйста. Элементарно. Смотрите. Делается реестр, называется реестр регистрации цены на госзакупку. Мне главное от государства сказать, что я хочу купить. Ну, например, условно, я написала, что я хочу купить стаканы для школы. И объявила, что я куплю 100 стаканов. Все, больше от меня ничего. Все, кто хотел бы, чтобы я купила его стакан, он должен регистрировать цену. Я описываю, какой стакан, какие требования, что это для школы, то-то, то-то. Соответствие требований я не вижу, даже название фирмы. Я вижу регистрацию цены. Один пишет за гривну, второй пришел регистрироваться, вид за гривну уже есть, а он же хочет, чтобы я купила у него, он ставит 0,99, так во всем мире. Но Такой голландский аукцион, да? на понижение. самом деле я зашла в САКах и должна купить в данном случае директор школы, никаких тендерных документов, ничего. Я захожу и смотрю, на 23-12 цена на стакан самая меньшая, 0,95. Я обязана распечатать, подписать и написать, отправить туда, куплено 100 стаканов. Но это унифицированный подход по всем регионам Украины будет такой, да? Это единый Это реестр. единое. Так, Вообще. когда в электронном виде на сайте, где все будут Все, регистрироваться, да? Вот все. Это делается за 3 дня. Это делается, это мировая практика. И здесь, если сейчас вы хотите, чтобы у вас купили стакан, а он у вас стоит гривна, вы должны поставить как минимум 2. А что по поводу... Потому что вам нужно отдать откат, чтобы купили у вас за гривну. Вы же не поставите 90 копеек, это уже у вас будут убытки. Ну, за 50 не поставите. Если вам говорят, вы гривну должны отдать, а вы говорите, он у меня гривну стоит. Ну, тогда думайте о цене. верите, вот И вы что- ставите 2. Что здесь кто-то позволит сломать систему. Подождите, так я президент. А с так. Мы же импортом? говорим совсем а о что с другом. импортом? А? А с импортными продуктами и товарами что делать? Так вот я вам рассказываю. Вы имеете в виду, если на госзакупки они Нет. играют ту же самую цену? Они играют точно так же. Во всем мире Давай ставим гос- импорт в покое. Вот, мне интересно, вот я президент, уж так уверен, а Тимошенко кто? Ну, хоть она сегодня... Почему все я же никому места не делю? Я сегодня спрашиваю, кто готов зайти. И я вам могу сказать, понимание не воровать понимают в течение 3-4 дней. Если ты сама заходишь, не воруешь, и не ворует твое ближайшее окружение, все понимают за 3 дня. Когда ты понимаешь, сравнение делаю вам. Мы с вами в Крыму. Вы едете в машине, вы не пристегиваетесь. Вы вышли на трассу, очень хочется. А вы любите скорость? Люблю. Переезжаем, только переезжаем границу в Польшу, в Чехию, куда угодно. Сразу клац. И хоть спи с 60 километров и никогда дальше не поедешь, потому что это стоит 400 евро. Заметь, это не пройдет, что ты не заплатишь. Ты точно заплатишь. У тебя мысль не возникает. У меня доктор один, который ехал в машине и курил, пересекая Прагу. И выбросил сигарету в окно. И штраф сколько? Через 100 платил? километров его остановили, через 100. Какой-то пост ему передали по интернету. Его сфотографировали, что вылетела сигарета. Он заплатил 350 евро штраф. Он говорит, после этого я всю жизнь помнил, что пепельница в машине для сигарет. А в своей машине Subaru Tribeca вы обещали, которую Моя подарили, машина что будете Subaru Tribeca пристегиваться. разбита. Разбита. Ну Я ж тогда попала в да. аварию, и я написала благодарность в японское посольство.
за высокого качества машину, потому что только благодаря тому, что она была так сделана по безопасности, мы ехали с внучками, двери открылись, она не загорелась, при том, что это было прямое, лобовое столкновение. После аварии вы поехали к местам силы, 3 дня молились. И Я в местам Иерусалиме. силы, да. В Иерусалиме я была. Насколько я знаю, 3 дня вы провели в молитве. Я молилась. Я первый раз, наверное, даже впервые поняла, что такое покаяние, потому что я настолько была благодарна Богу за то, что Он оставил живыми внуков. У меня же сзади сидели 2 внучки не пристегнутые. Мы с мужем были пристегнуты. Это нас Отсюда сейчас спасло. вот эти библейские аллюзии у вас пошли после Иерусалима? Нет, не поэтому. Наверное, потому что я все время анализирую, что происходит. И я понимаю, что в жизни все циклично. Когда вот показали вот этот фильм Гибсона про Иисуса Христа, все выходили, я еще не смотрела. «Страсти Христа». «Страсти да. Христа», да. Все говорили: Боже, такой ужас, там столько крови, там такой ужас, такой ужас. Я вышла с фильма и говорит: ну ты видел? Я говорю: меня потрясла только одна площадь. Вот меня настолько эта площадь потрясла, я ничего так не перенесла больно. Потому что я поняла, что за столько веков ничего не изменилось. Что эта площадь такая же, поставь ее в Симферополе, поставь ее в Киеве, поставь в любом городе. И ничего не произойдет. И на самом деле его распяли бы еще раз. На самом деле, Это я прекрасно понимаю. То есть, меня если как ты это не пугает, понимаешь... когда политики начинают вот мессианскими такими Вы знаете, вещами на самом оперировать. деле вы должны радоваться. Знаете почему? Ну, мы радовались, я щас- Ющенко радовались, вот я радовался. Вопрос заключается не этому радоваться. Радоваться тому, что я абсолютно уверена, что мы бы сейчас должны были говорить. Вот я бы, например, если бы говорила, я же как раз не очень послушная, как верующая. Я не хожу каждое воскресенье в церковь. То есть вы не я много религиозная, читаю. то есть, я не да. религиозная. Я пропускаю вот очень себя. Я, например, безумно люблю святого Николая. Я дважды была на мощах. То есть у меня, вот через меня, я когда думаю, у меня проходит какой-то внутри, мне кажется, что я свечусь. Но я бы поставила вообще одну заповедь сейчас. Одну только. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Мне кажется, Налогов что... Единый 2, реестр. налогов 2, Два заповедь налога одна. и одна знаете заповедь. почему? 12. Мне кажется, что 12 она да. одна все впитывает. Потому что если мы друг друга любим, уже не прелюбодействуем, да, мы уже как бы не убьем, не обманем. То есть это многое истекает. Вот тогда, когда вы молились, вы решили, что вас Боженька оставил в живых для чего-то. Вы для себя уже поняли, для чего? Вы знаете, вот почему я и ввязалась в бой. Когда все это произошло с Тегибко, я села так и думаю: Александра, ну не бывает же так в жизни, да? Сколько бы ты ни пыталась идти другим путем, ты все равно возвращаешься на ту точку, с которого ты пытаешься идти другим путем. Хотя в голове понимаешь, что у тебя путь другой. И я решила, что, наверное, это очень вкусное состояние, которое я сейчас испытываю. Я не хочу его менять. Такие Это как состояние занозы, Сергей свободы. Леонидович. О чем бы ни говорили, все возвращаемся Вы к знаете, нему. нету занозы, нет обиды, нет ничего. А я абсолютно спокойно отношусь. А давайте поговорим о зависти. Давайте. Вот Инна Кстати, Германовна интересное завидует вам? Не Когда-то думаю. вы сказали, что она завидовала Не вам думаю. на посту Вы председателя имеете в виду богословскую? Да, да. Нет, А вот какая у вы нас еще знаете, Инна Германовна? я не поняла, вы сказали, когда Герман, я чуть не на- да. Инна Германовна богословская. Вы знаете, на самом деле... Ну, уж- завидовала она вам, да? Вы знаете, говорите? мне она, вот о ком мне не хочется говорить. Ну, во-первых, мы обе женщины. Ну, как бы физиологически. Да, потому что, как бы, чтобы не обидеть. Вот не хочу. Давайте, есть такие замечательные люди, много. Я даже врагов предпочитаю иметь достойных. Потому что, когда враг достойный, когда ты борешься, то ты не борешься ради того, чтобы это была смерть, а ты борешься, чтобы победила твоя идея. Но, тем не менее, вам недавно с ней приходилось дискутировать даже. Вы знаете, нет, я бы не дискутировала. Знаете, в Я ее... Фейсбуке было как на футбольном матче. Кто кого заткнул. Я не Все сказали, дискутировала, я ее мочила. Это разные вещи. Поэтому это совсем другое. Я хочу сказать, Это что... был нокдаун. Я даже себе фразу нашла, что так часто в Украине говорили, что готовы за Родину умереть, что я себе сказала совсем по-другому. Я готова за Родину убить. Вот так. Да, вот такая женщина. Потому что уж очень мне осточертело, что у нас много желающих умереть, ничего не изменяя. Это по-новому апостол-убийца. Понимаете, иногда, когда, если вы помните,
всем историческим моментам, каким образом происходило очищение земли от таких мест, как Содом и Гоморра, да, то это же тоже было не вознесение, а это было очищение, да, достаточно сильное, когда про того же там Павла и многих других идет, рассказывается, как он шел и говорил, если я найду хотя бы 10 человек праведников, я этого не сделаю. А как Украину можно очистить? Через первую заповедь, которую я вам сказала. Знаете почему? Потому что да, в чем проблема? Вы мне казались всегда реалистом. Я реалист. Я абсолютный реалист. Ничего не хочу придумывать. Я просто для себя выбрала этот путь. И дело в том, что я для себя еще очень жестко решила. Я выполнять буду еще одну заповедь, но это не Божья. Нельзя. Ну, кстати, она тоже где-то, я ее не видела в Божьих заповедях, это высказывание одного из политиков американских, но она звучит так. Нельзя, убивая богатого, сделать бедного богатым. Нельзя, убивая сильного, сделать слабого сильным. А концовка мне безумно нравится. Нельзя и порочно делать за людей то, что они должны и могут делать сами. Вот это я решила для себя 100%. Потому что раньше было как? Звонят предприниматели. Александра Владимировна, нас мэр обидел. Шашку. И вперед на мэра. А сейчас вы как в том фильме «Сама», да? А сейчас нет. Я готова помочь, как я чернобыльцам помогла. Да? Они мне позвонили, я к ним не просилась, не звонила. Звонят, Александр говорит, и, ребят, надо сформулировать требования. Вы можете нам помочь? Помогу. И дальше жду. Вы можете нам их доложить? Доложу. Доложила. Вот сейчас смотрю, что с ними происходит. Разделяет власть, там избирает. Вот они мне вот и перед отъездом звонили. Александра Владимировна, мы хотим новую организацию создавать. Я вам подскажу. То есть на самом деле, как СУМ мне звонят предприниматели. Александра Владимировна, у нас 5000 человек, рынок. Мэр сговорился с хозяином, нас всех выгоняют на улицу, будут строить супермаркет. А я сразу задаю вопрос, а сколько уже подписала на согласие? Они говорят, где-то 3500. Я говорю, а сколько выйдет на отстаивание? Ну, человек 50. Ребят, нет проблем. Пока вы не поднимете. А чего они подписали? Они тоже, вот как вы думаете, да, но им страшно. Вот на самом деле, я абсолютно уверена, вот это состояние страха, это не постоянное. Оно, особенно нашей ментальности, оно все равно накоплется. И согласно исторической справке, в Украине каждые 30 лет бунты. Каждые 30? Ну, да, в этот... 30, ну, вот 90, а потом в Черкасской области 14. есть село, которое ведет историю. И там написано, что в 2012 бунты. Так что тут же не окончательно, да, что... Так весело сказали, бунты, вы как будто в стихию свою. Знаете, нет, не люблю. Не люблю. И для меня как раз почему я больше занимаюсь гражданским обществом, потому что в отличие, вот там был недавно эфир Натальи Королевской, портрет, ее спросили, готова ли она на себя взять ответственность, если будет кровь. Она сказала, да, готова. А я перед этим, давая интервью, сказала, что я никого не выведу, пока не, как офицер, как главнокомандующий, не буду знать, что я все сделала для того, чтобы защитить людей, которых я вывела. А в семье вы главнокомандующие? Ой, я ничего не умею. Если бы не муж, я вообще несчастная. Я даже стиральную машину толком включить не могу. Я его всегда зову Саша, там, лавочку. Понимаете, я женщина в семье. У меня одни мужчины. Я все время смеюсь, что я всю жизнь хожу в мужской туалет. Потому что у меня как бы женщин в доме, кроме меня, нет. Вот. И поэтому я избалована. Наверное, эта избалованность мужским дома вниманием, она дает везде как бы сигнал женский. Вот когда я в аэропорту летела в Крым, со мной шла еще одна женщина. Она даже моложе меня. Мы с ней общались, разговаривали с маленькими чемоданчиками. Мне 4 разных мужчины взяли мой чемодан, занесли в автобус, вынесли с автобуса к самолету. И это было всегда. Это было всегда. И, наверное, это только потому, что муж им так научил сыновей и дал мне то состояние, когда я женщина. Я вот иду, никто же не думает, что я конь. Да? А вы светская львица? Вы знаете, была. Да, была. Я уже года 3 нигде не принимала участие. Года 3 никуда все не эти хожу. фэшн-вики и прочее, все знаете, закончили знаете почему? Дело в том, что вы, журналисты, это неправильно все понимаете. Вот так. А я ж хитрее вас. Объясните. Объясню, я ж хитрее вас. Дело в том, что, когда эти фэшн-вики начинались, благодаря мне они состоялись.
Я была председателем госкомитета, и я помогла Данилевской. Я приглашала туда людей, потому что никто не ходил. И для меня, как главы госпредпринимательства, очень важно было, потому что никогда не будет развиваться собственная легкая промышленность, если не будет собственного портепорте. Поэтому каждого дизайнера я лелеяла, они каждый контролировали, у кого я что заказала. Если я у кого-то что-то не заказала, это была обида, хотя я любимый это украинский и дизайнер, не к носила. слову? А? Любимый украинский дизайнер. Сережа Ермаков. Сережа Ермаков. Сережа Ермаков, я его очень люблю. Вот. И это была работа. Я ходила на эту работу, потому что... И я ходила... Между прочим, я обошла все швейные фабрики Украины. Все. Вот все, что они шьют, стоит копейки, и они не умеют это продавать. Я даже помню, купила в Закарпатье 100 женских пиджаков разных размеров. Привезла в свой госкомитет, мои девчонки их раскупили. Знаете, почему они были? По 90 гривен. Поэтому для меня это важный был момент. А потом, когда я ушла, когда меня ушли, да, и госкомитет, как вы думаете, как остаться в политике, и чтобы о тебе говорили и не забыли? Сколько людей вы знаете? Я была депутатом парламента в 98 году. А я до сих пор письма получаю депутату Верховного Совета Украины. У меня тогда не было никакой возможности, я же была жестко с помаранчевыми очень. И у меня была единственная возможность, это чтобы, тогда еще помню, Кучма меня встретил, говорит, куда не включу, везде ты. Я говорю, заметьте, Леонид Данилович, без должности и без денег. Он говорит, да, слушай, ты права, это же надо еще... Это работа. Вы понимаете, это достаточно тяжелая работа. Лучше дома поваляться в Фейсбуке, что-то почитать, да? Или собраться. Ну, вот как женщина скажет, макияж, прическа. Долго у вас уходит, кстати, на этот утренний туалет, предположим? Нет, ну у меня уже автоматизм. Уже все. Да, я же еще и умудряюсь крымские маски делать. Даже так, грязевые? Самые лучшие. Нет, сакские? Нет. Царство ароматов, саки. Самые лучшие косметика. Я уже пользуюсь лет 10. Великолепные маски, потрясающие, лучше французских. А что еще в Крыму покупаете? Уже не покупаю синий лук, потому что дважды обманули. Покупаю. В смысле, ялтинский лук имеется в виду? Покупаю, да. Друзья в Москву всегда любят белый мускат красного камня. Я всегда их там путаю. Красный, белый, потому что сладкие вина не пью. Сухие? Вот. Я сухие, да. И то стараюсь пить напополам с водой. А что-нибудь на крымско-татарском выучили вообще, хоть пару фраз? Вы знаете, нет. Что единственное, вот я взяла с крымско-татарского, и, кстати, сегодня я приглашена в ресторан татарами. Да. Не скажу, в какой. Хорошо. Не скажу. Какой? Вот. Это кухня. Это потрясающе. Не жирная она для вас? Не поэтому. Она просто необыкновенная. Я, когда научилась у вас готовить и лагман, и шурпу, и плов по-другому, когда я приготовила шурпу, приехал мой свекр с Никополя. Я говорю, батя, поставила виски. Я говорю, я тебе сегодня буду не борщом Шурпа и кормить. виски. Да, потрясающе, могу сказать. И еще плов. Так, батя, второе. через час говорит, А а еще десерт? пловом, а еще шурпу наливают. И свекровь мне потом звонит, говорит, Дотя, что ты натворила? Он же ж теперь борщ есть не хочет. Кричит, То есть давай шурпу. Вы не только хорошая мама. Ой, я очень вкусно готовлю. Вы еще и хорошая Я невестка. очень вкусно. Я свекровь. И свекровь в том невестка, числе, ну, если вы свекру угодили Нет, ну я шурпой. родителей безумно люблю. Мужа Пошли моих женские нету. беседы, а наша программа завершается. Это были Ну вот на мазмазлар. самом интересном и закончим. А в Я еще хотела спросить кое-что, можно? Да. Вот первую машину вы подбирали под цвет перчаток. Машину, а машину. не мужчину. Я же А, говорю, я испугалась, машину. думаю, Нет, господи. нет. Что-то... Вот она была морковная, да? Или Да, как? да, А, вот... называлась цвета коралл, что-то такое. а да. сейчас как выбираете автомобиль? И на какой машине Вы знаете, ездите? на самом деле уже это давно прошло. У меня служебная машина, это Volkswagen. Уже 10 лет я ее не меняю. В общем, достаточно такой, мы его Борькой называем. У нас каждая машина имеет имя. После того, когда погиб наша Субарик? Требека, да, Требека, девочка наша, вот, мне выплатили 100%, она была новая, Страховка? ей даже 3 месяца не было еще, страховку, и мне привезли, это было решение моих мужчин, ну, старшего сына в основном с мужем, и я езжу на Лексусе 350, буквально сразу через несколько месяцев. Я езжу 2 дня в неделю, суббота и воскресенье. Водитель мой меня обожает, служебный, потому что я его отпускаю, он всегда отдыхает. И я езжу на рынок, Пока там, девушки к говорят о внучкам. машинах, я хочу напомнить, что через несколько минут новости с Надиром Титановым, а в гостях у Мазмазлар была Александра Владимировна Кушель, которая ищет 12 или 11 апостолов, Право оставит имеющее. 2 налога в этой стране,
И, И- Ну, во-первых, что-то вы одно. И все, редактирует даже вы Святое все Писание. обращайтесь ко мне через Facebook. Все знаете мой телефон, потому что мне очень много татары звонят и пишут, и я в активной переписке с ними. 054-69-6391. И я всех приглашаю на наш сайт гражданской организации «Громадянский опер», потому что почему сопротивление? Называется сайт «Опер народу», по-английски одно слово, .com. Почему называется сопротивление? Потому что есть замечательное высказывание: когда право становится бесправием, сопротивление становится обязанностью. До следующей пятницы. Всего До доброго. свидания.